Найбольшая іх колькасць зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 7. З іх 3 раскрыта па гарачых слядах. Затрыманы 4 подозренные особы. 6 октября в 10:50 на пешеходном переходе через железнодорожные пути возле станции Лыщицы Брестского района дизель-поездом с сообщением Высоколитовск-Брест была смертельно травмирована жительница деревни Малые Щитники 1969 года рождения. По предварительной информации, женщина двигалась на велосипеде, при этом она была в наушниках, и непосредственно перед приближающимся поездом она решила свернуть на пешеходный переход. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. По данному факту проводится проверка. За минулые выходные на дорогах и магистралях в области зарегистрировано 5 здарэнняў. 5 человек у их отрымали ранения. Так, 7 октября около 2 часов 30 минут 18-летний житель деревни Завелье Драгичинского района, управляя автомобилем марки ВАЗ, на 19-м километре автодороги совершил наезд на предположительно лежащего на проезжей части 28-летнего жителя деревни Татария Драгичинского района, после чего водитель с места происшествия скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан по месту жительства. Пешеход получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение Драгичинской центральной районной больницы. За той же перыяд на мяжы супрацоўнікі брэсцкай мытні выявили 94 административных правопорушений. В пункте пропуска Козловичи при досмотре груза среди строительного оборудования было обнаружено свыше 150 незадекларированных предметов лабораторного оборудования. Стоимость данного груза составила свыше 30 тысяч белорусских рублей. По факту недекларирования товара Брестской таможней начат административный процесс, санкцией которого предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета правонарушения. 5 пожаров зарегистрировали супрацоўнікі МНС. 2 человека загинули. Пошкоджено 3 побудовы. В городе Пинске на улице Брестской произошел пожар в квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома. Сообщение поступило спасателям в 2 часа ночи. Уже через 3 минуты после получения информации работники МЧС были на месте происшествия. В квартире они обнаружили в одной из комнат лежащую на полу хозяйку, пенсионерку 1928 года рождения. Женщина находилась в сознании. Ее передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи после осмотра с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Около 5:30 утра в понедельник произошел пожар с гибелью 2 человек в деревне Деревная Барановичского района. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля хозяйственного строения, где находились, как выяснилось, 2 человека, уже обрушилась. Под обрушившимися конструкциями были найдены тела хозяина домовладения, пенсионера 1941 года рождения, а также его гостя, соседа, пенсионера 1952 года рождения. Причина происшествия устанавливается.